Сегодня в Казани завершается 9-й международный фестиваль мусульманского кино. Фильмы конкурсные и параллельные программ прошли при переполненных залах. Особо усидчивые приходили к 9 утра и занимали места, запасаясь треугольниками, супом в термосах и другими яствами. Сработал и так называемый бесплатный показ. Кстати, на вчерашнем заседании организаторы и представители федеральной прессы решили, что, может быть, стоит изменить структуру показов. О всевозможных деталях популярного кинофорума в материале Дмитрия Пивоварова. Еще один фильм не успел закончиться, а у дверей уже стоят страждущие попасть на следующий конкурсный показ. Настоящие киноманы проглатывают по 6-7 фильмов в день. По крайней мере, по меркам Московского кинофестиваля это не предел. Что вы так сидите? Почему не развлекаете гостью? У зрителей есть уже свои фавориты тех историй, рассказанных в фильмах. Это межэтнические браки, роль цивилизации в международных войнах или бытовые истории, в которых заняты персонажи нескольких конфессий. Режиссер фильма Иван Сын Амира Максим Панфилов за открытость и нравственность. У нас просто история двух семей, русско-узбекской, которая произошла во время войны. Когда русская девушка уезжает в эвакуацию и остается там, потеряв мужа на войне, встречает узбека, и у них возникает чувство. Первый крымско-татарский фильм, снятый в Бахчисарае, Хайтарма, о принудительной сталинской депортации крымских татар в 1944 году, раскрывает одну из мрачных и обсуждаемых тем в истории. Фильм уже начал свое кинопутешествие, а среди гостей просмотра были замечены режиссер Али Хамраев и турецкая кинозвезда Айдан Шенер, предки которой по отцовской линии были из Казани. Но актриса пока не может выстроить свое генеалогическое дерево. Родословно тянется с начала 20 века, это начало 900-х годов. К сожалению, конечно, их уже нет рядом с нами, поэтому спросить и расспросить подробно, конечно, не у кого. Хит, который сделал Айдан Шенер популярный во всем мире, «Королек, птичка певчий», уже смотрит третье поколение воздыхателей – бабушки, мамы, внучки. Однако в появившемся недавно ремейке актриса не пожелала сниматься. Сказать по правде, та же самая ситуация в Турции. Это получилась работа, которую невозможно забыть, и действительно на уровне которой не выходит ни один другой фильм. Несмотря на то, что я снималась в очень многих фильмах, как в телевизионных проектах, да, такие сериальных проектах, до сих пор люди вспоминают именно фильм «Королек, птичка певчий». Фестиваль этого года удивил обилием тем и количеством заявок, а это значит, что его киноистории также будут расширять свою географию. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Ермаков, телеканал «Эфир».